3,5 года ушла в театр. Я подхожу и говорю: можно я пойду в театр? Конечно, доченька, иди. Я люблю побыть в одиночестве. Чем длиннее выдох, тем длиннее фраза, тем объемнее сам голос, тем он полетнее. Ввести какие вещи в нашу работу, чтобы облегчить жизнь творческому человеку. Алла Бузмакова, актриса театра и кино, преподаватель сценической речи, театральный хореограф-постановщик, куратор целевого курса в Театральном институте имени Щукина. Училась в средней школе 26 города Якутска, окончила музыкальную школу по классу хореографии. Была солисткой народного ансамбля эстрадного танца «Сюрприз». В 2000 году окончила мастерскую Андрея Борисова филиала школы-студии МХАТ в Якутске. Имеет 4 высших образования. С 2001 года является педагогом АГИКИ. Финалистка республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». Плотно занята в репертуаре родного русского театра, задействована в проектах Государственной филармонии, сотрудничает с театрами республики. Одна из последних киноработ – завуч Московской школы в фильме «Диодорова против течения». Алла, добрый день. Добрый день, Аня. Я так долго настраивалась на вот именно на эту встречу. Почему? Потому что очень давно вас знаю, очень давно за вами наблюдаю, очень давно мы как-то так во взаимодействии. И я понимаю, что такого масштаба и многофункциональности личности требует какой-то внутренней готовности. Вот, я наконец созрела. И я рада, что наша встреча состоялась. И хотелось бы поговорить, конечно же, о творчестве, конечно же, о жизни, о ценностях, может быть, даже, если останется время. И первый вопрос. С чего все началось? С нашумевшей историей, как я в 3,5 года ушла в театр. Ушла откуда? Ушла из дома. Я ухожу. Куда пошла? В театр. Да. Я взяла свою самую любимую сумочку, надела самую красивую, самую любимую кофточку, подошла к родителям, а родители были в этот момент на балконе. Мы не так давно получили эту квартиру, недалеко от театра, и летом приезжали на гастроли цирк. И я, конечно, сейчас уже не помню, что я помню только вот темный зал, какие-то там вспышки, и, видимо, на меня это сильно произвело впечатление. Вот и мои родители, мама, папа и старший брат, они на балконе наблюдают за проспектом, что там происходит. Я подхожу и говорю: можно я пойду в театр? Мама с папой, конечно, думают, что я играю. Говорят: конечно, доченька, иди. Возвращаются в квартиру, а нет доченьки. Я пошла в театр. Поймали меня быстро во дворе. И мой голос, озарил весь двор, весь дом, все 9 этажей с криками: «Мне мама разрешила!» В театр. Меня, поймал старший брат. Мама там бегала во дворе, а брат меня поймал на лестнице. Понятно. История-то, в общем-то, хрестоматийная почти, да? Как Михаил Ломоносов шел в Москву за образованием, так и Алла Бузмакова шла в театр за работой, видимо. Что-то такое я чувствовала уже, что это мое, видимо. А вообще родители театральные? Папа из небольшой деревни, из Казахстана, и единственное развлечение — это, конечно, читать книжки. И вот он цитировал там Есенина и так далее. Мама тоже очень много читала, упивалась просто всем этим чтением. Дома, говорит, нам запрещали читать, и я под одеялом с фонариком, с младшим братом мы читали. Вот, так что, наверное, мы это впитали. Творческие, конечно, они там в каких-то кружках участвовали. Мама даже, несмотря на то, что она в тот момент была в полном гипсе, с головы до пят, так сказать, но она играла в каком-то там кружке Буратино. И дети подходили, стучали в этот гипс. Правда, деревянная. Потом была музыкальная школа. Сначала по классу? По классу. Меня отдавали по классу фортепиано, но так вышло, что попала я... Я ушла в другое место. По классу хореографии. И так меня что-то засосало. Тут до сих пор танцуете. Да. И более того, еще являетесь постановщиком некоторых танцевальных номеров в спектаклях. Да?
Да. При этом не хореограф. 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 Да. Прям с образованием хореограф? Да. Педагог эстрадно-джазового танца, актриса действующая, телеведущая в бэкграунде, да, довольно Было. долгое время. Да, было. Да? И педагог по голосу Да. со стажем очень большим. Ну, так как я выпускница московской школы, да, на всех своих мастер-классах я говорю, что есть разница между питерской и московской школой. И московская школа нам говорит, что очень важно уметь дышать. А питерская что говорит по этому поводу? А питерская говорит, что в разговорной речи мы и так как-то дышим, еще никто не умер во время разговора. Они предлагают и не этому, фиксироваться. да, учиться не обязательно, оно заложено нам природой. Москва же говорит, нет ушки. Чем длиннее выдох, тем длиннее фраза, тем объемнее сам голос, тем он полетнее. Ладно, возвращаясь в детство. То есть получается, что всегда было понимание, что вот я творческая единица, и я совершенно точно буду заниматься творчеством. Абсолютно нет. Нет. Это было вот стиль жизни, что ли, но то, что я выберу потом творческую профессию, ну, не было такой цели. Понимание пришло где-то вот в старших классах, когда определенный опыт накопился. Это был класс 7-8, наверное. И я понимаю, что, ага, я умею танцевать, я умею быть на сцене, я умею быть в коллективе, а больше я ничего не умею. Нет, учусь я хорошо. Да, вот, это я успевала. Но как бы ничего другого я не умею. Думаю, ну ладно, надо пробовать использовать вот эту часть. Но в хореографическое училище я не пошла, потому что уже к окончанию музыкальной школы я точно понимала, что это профессия такая очень штучная, и не факт, что мне вот настолько повезет, и я буду солисткой. А хотелось быть солисткой? Очень, конечно. В кардебалете это хорошо, но в солистах это приятно. Вот интересно, мы недавно разговаривали с Орелом Афанасьевым, и вот он примерно так же сказал: я никогда не хотел быть в кардебалете, при том, что это неплохо, и я знаю людей, которым нравится быть в кардебалете. Конечно. Им нравится быть вот именно в коллективе, им не нравится вот этот вот одиночный танец. То есть Ну, каждому свое. У меня же еще какая-то такая, не знаю, как это назвать, патология или, наоборот, дар какой-то. Я слышу музыку по-другому. Все По-другому. слышат раз, а я слышу чуть раньше. Раньше? Да. Как предчувствие? Да. Как предчувствие музыки? Да. Как интересно. Поэтому мне сейчас я уже, конечно, научилась быть в коллективе и одновременно со всеми что-то делать, но раньше мне было очень сложно. Вступала первая. Ну, то есть, когда у меня в голове заиграло, я тогда и вступила, да? А если бы не актриса все-таки, то кем хотела бы быть в детстве? Ну, может, Наверняка бы я желания? ушла на телевидение плотно. Все-таки. Да. Все-таки все равно куда-нибудь, где на первых ролях, где в центре внимания, Ну, где да, софиты. да. Я даже рассматривала поступление в Московский институт кино и телевидения. Да. То есть телевидение тоже все равно какая-то такая творческая, публичная профессия. Да. Отлично. А кто из детей на вас похож? Вы же 2 дочери. Да, они между собой очень похожи. И в какой-то момент мои родственники спрашивали, где у тебя там ксерокс стоит, потому что они ходили в один детский сад, и воспитатели младшую называли именем старшей. Ну, это так бывает. Да, когда но дети из одной семьи. они были очень-очень похожи, а сейчас израстаются, и старшая Катюня, она больше похожа на меня. Я даже делала коллаж, что мы примерно в одном возрасте, и найдите 10 отличий. Ну, действительно, она же прям по стопам идет, как будто бы, да? Да. Тоже сюрприз, тоже такая творческая, такая яркая, рыженькая, кудрявая, и еще и играет в театре. Да. Или они обе играют? Они обе играют, Они обе играют. но старшая уже в том возрасте, когда ее брать опасно. Почему? Ну, потому что она вот-вот выпорхнет из родительского гнезда, а кто же ее роль-то будет играть? Надо будет вводить. Поэтому ее уже, ну так, ее пора прошла театральная. Ну, Дальше уже по студенчеству, может быть, что-то будет.
Ну, а куда она хочет поступать? Как будто бы тоже все понятно. Ну, в смысле, а специальность? А, архитектура. Это неожиданно. Это Ну, неожиданно. потому что мама с папой поработали над этим. Вот так вот, да? Да. То есть это какой-то принципиальный момент, чтобы дети... Нет, это, конечно, не принципиально, и я не перекрываю кислород. Вот она не так давно снялась в фильме «Диодорова против течения», играла Лену, подругу главной Да-да-да. героини, Насти. И ее конкурентку. Ну да, так вышло, что Да, и по сюжету. конкурентка, да. И она была настолько органична, и я смотрела на нее на экране и думаю, вот, может, я что-то неправильно делаю, может быть, действительно ей надо в актерской. Но она рассуждает так: я хочу быть архитектором-дизайнером. Ну, если не поступлю, то пойду в театральный. Я думаю, вот это ничего себе заявочки. Дети просто все силы бросают для того, чтобы поступить на актерский, в эту золотую пятерку в какой-то институт. Если даже не в золотую пятерку, то в какой-то театральный институт. А ей кажется, что ну так, нормально, запасной вариант. Если ничего не получится, Да. так уж и быть. А какими качествами должен обладать актер? Вот тот человек, который действительно уже выбрал профессию актерскую. Первое и единственное, чем он действительно должен обладать, это везение. Да ладно? Да. А как же любовь работать в коллективе? А как же трудолюбие? А как же ненормированность? И умение выдерживать нагрузку? Обладая вот всеми этими качествами, если ты будешь первым во всем этом, совершенно это не означает, что ты будешь востребован. И что ты вообще попадешь в эту профессию. И много лет я сидела без ролей, и единственное, что я делала, это пританцовывала где-нибудь в спектаклях. Сменился режиссер, и все сменилось. Как вы себя в этом чувствуете, когда все сменилось? Я наслаждаюсь каждой ролью. Конечно, тоже присытиться, мне кажется, актриса не может ролями, потому что у нас все равно не такое количество ролей, какое бывает у мужчины. А они-то прыгают из спектакля в спектакль, и уже потом к концу сезона: «О, Боже, пожалуйста, не надо, еще». А с чем это связано? Просто мужчин меньше? Но если брать любую пьесу, то 90% Главных ролей? до любых ролей, вообще Это ролей, женские, да? это мужские. Мужские, да. Да, и одна, две, ну, если повезет, там 3-4, это женщины. То есть одна там главная героиня, возлюбленная или наоборот, не возлюбленная, ну и кто-то там еще принеси, Я подай. так вообще никогда не анализировала, оказывается. И здесь гендерное неравенство. Господь, куда без него? Так что, девочки, думайте, если вы хотите быть актрисами, надо ли вам это. Я для себя это определяю немного по-другому. Когда у меня не получалось с ролями, то есть, ну не дают, ну вот посидим, а выход энергии требует, то надо искать какие-то другие пути. Рядом, смежные. Ну да, например, преподавательская деятельность. Преподавательское, Озвучание. телевидение, да, вот свои Дубляж. какие-то проекты. И все равно, вот мне кажется, что, Алла, вы очень театральная актриса. Это выбор или просто пока это так, данность? Я имею в виду, если выбирать между театром и кино, то в кино у вас не очень много. Может быть, я чего-то не знаю. Да, действительно, не так много. И опять же, я для Жду, да? режиссеров, да, закрытая личность, видимо. Но для меня это не так страшно, потому что я действительно всем сердцем люблю театр. И еще вот в юном возрасте, да, когда я только пришла в театр, в одном из интервью я говорила, что я уйду из театра только в том случае, если меня прям будут выгонять. Прям А так, самостоятельно я не смогу. а чем бы вы еще могли заниматься в театре, если бы, допустим, не актерской деятельностью? Ну, так как я Потому получила что там же тоже много. специальность менеджер Да. театрального искусства, то есть я могу быть любым управленцем.
Мне кажется, вы сценарии можете прекрасно писать. Да, но для этого, конечно, стоит подучиться, хотя какие-то навыки есть, какое-то понимание есть. Да, и режиссерская профессия тоже это начинает во мне просыпаться, потому что для режиссера, конечно, нужен опыт. И вот сейчас накопила и актерского, и жизненного, и хочется выплеснуть. Собственно, почему я стала преподавателем сценической речи? Так почему? Потому что к моменту окончания института своего школы-студии МХАТ я понимала, что вот есть определенный багаж, и мне очень хочется им поделиться. Я сразу же подошла к своим педагогам, к кафедре и говорю: возьмите меня кем угодно, пожалуйста. Я хочу преподавать. Да, и неважно, будете вы мне платить или не будете, я очень хочу. А если вернуться к актерской профессии, к профессии театральной актрисы, то ну, у каждой актрисы, наверное, да, есть какая-то такая самая желанная роль. При этом, оказывается, есть актрисы, которые к определенному возрасту, к определенному стажу уже достигли и сказали: все, я сыграла все, что хотела. В вашем случае как это? Я еще не сыграла всего того, что я хотела. Я очень мечтаю сыграть Исидору Дункан. Ох ты! Да. И Мамашу Кураж. Ну, такие совершенно разные, но мне кажется, частичка каждой есть во мне. И во мне прям долго горела Айсидора Дункан таким ярким пламенем. Мне очень хотелось этого. И ну, судьба раз и привела меня вот это село Константиново, да, под Рязанью, где родился Есенин. И я вышла на берег и смотрю на природу, вот на это все, и думаю: это же провидение, это же не просто так я сюда попала. И я думаю, что Есенин не мог просто не писать там, все располагало к этому. А какая роль из сыгранных уже кажется наиболее интересной, наиболее определяющей для вас? Ну, на данный момент, наверное, это сваха в «Женитьбе Бальзаминова», потому что, во-первых, она такая нетипичная, не такая, как мы ее представляли из кинофильма, да, имеем представление. А в нашем театре это совсем другой, такой слегка демонический, какой-то магический образ, чертенок. Да? Да. Давненько, конечно, это случилось в моей жизни. Это Варя из «Вишневого сада». Там вся боль актерская и женская собралась во мне и вот выплеснулась в этой роли. А Варя в русском драматическом театре — это персонаж, который продиктован автором? Или персонаж, который продиктован режиссером? Или, может быть, там есть и актерское прочтение? Это такой тандем. Всего, это да? то, как прочитал режиссер этого автора. То есть там для меня, ну вот прямо стопроцентный Чехов. Я его чувствую. Я его, во-первых, очень люблю, Чехова. И вижу в каждом слове, в каждом жесте действительно он. Но режиссером этого спектакля был Прибалт. И у него свой взгляд, свое видение русского человека. Поэтому вот как раз Варя получилась таким симбиозом Чехова и Линаса Зайкаускаса. И этот симбиоз вам подошел? Да, я очень люблю эксперименты и всегда открыта к этому. А Линас на тот момент был такой очень одиозный режиссер. И, конечно, хотелось поучаствовать в этом эксперименте, попробовать. Но это 100% Чехов был. Хорошо. А как вы отдыхаете вообще? Вот, или есть ли место отдыху в вашей насыщенной жизни? Я понимаю. Что такое отдых? Это когда что? Это когда человек не работает. Такого нет. Да, в понедельник официальный выходной в театре, но у меня студенты,
там еще какие-то дела, щукинские студенты, которых надо курировать, что-то там объяснять, какие-то бумаги подписывать, что-то искать. Поэтому нет, я не знаю. Студия, когда мы набираем ребят в Щукинский театральный институт. Хорошо, тогда перефразирую вопрос. Ладно, вы не отдыхаете, нет у вас выходных. А тогда как вы восстанавливаетесь? Я люблю побыть в одиночестве. Я даже радио выключаю. В тишине, да? Да. Вот мне надо хотя бы там час. В день? Да. Хорошо, хоть не в месяц. Ну, слава богу, нет, у меня есть Слава такая богу, в день. возможность, да, когда всех вроде как раскидал, и между репетициями или между спектаклями пришел, и все, и вот этот релакс. Ну, единственное, что допустимо, это рядом мурлыкающая кошка. Да. Все, значит, просто тишина и наедине со своими мыслями, с собой. Да. Ну, или же, если все-таки удается уехать в отпуск, вот прям уехать куда-то, то это новое впечатление. Даже если мы каждый день куда-то идем, что-то делаем, физически затрачиваемся, новые впечатления меня сильно вдохновляют и дают такую энергию на весь сезон. А получается когда-нибудь отпуск, то, что называется тюленей, когда человек просто лежит, ест 3 раза в день и лежит? То на пляже, то где-то. Раньше было. А, было такое? Раньше было. То есть ваш темперамент это выдерживает? Да, с удовольствием. Он требует. Я сегодня смотрю на себя в зеркало и думаю, господи, как же я скучаю по Греции. Греция — это то место, где мне настолько комфортно. Вот эта страна после России второе место, где мне хорошо. Ну, я понимаю, что никогда там жить бы не смогла в Греции, но вот приехать отдохнуть — это мое. Почему? Потому что там похожий менталитет, там нет такого показного радушия. Там тебя никто не дергает, как в некоторых, там, не знаю, азиатских странах, да, что ты белокожая, ты европейка, и тебя все, вот это вот все. Тебе относятся как к персоне, которой надо отдохнуть и всячески помочь. Улыбаются, но это не заискивающая улыбка, а вот искренняя совершенно. То есть Греция — это прекрасное место, где можно побыть одной и в тишине, да? Не всегда одной, не всегда в тишине, но там, где тебе помогут отдохнуть. Ну хорошо, ладно. Все, то есть отдых, тишина и что-то еще для восполнения, для вдохновения, может быть. Я еще люблю учиться. Почему я не удивляюсь? Да. Посмотрите, пожалуйста, последняя женщина на планете, которая любит учиться и работать. Если не учится, то работает. Да. И муж с ужасом, и дети, кстати, тоже с ужасом. Мама, ты там всему научилась или что-то еще хочешь? Я говорю, хочу, думаю, вот сейчас. Но выбираю момент, когда лучше это сделать. Да, мне очень нравится получать новые знания, открываются какие-то двери неведомые. Ты для себя, вот это как работает-то, оказывается. В общем, закрываем тему хобби с Аллой Бузмаковой. Это не пройдет. Хобби у нее работа и учеба. Все. Да. Спасибо. Да. Алла, а если вот пофантазировать, может быть, даже какой-то там дар предчувствия в себе открыть, через 5 лет какой вы себя видите? Где вы себя видите? Как вы себя видите? Ой, страшно говорить об этом вслух, потому что планов-то у меня громадье. И, ну да, это, наверное, можно об этом говорить вслух. Не знаю. Я вижу себя министром культуры. Республики или Российской Федерации? Может быть, уже даже шагнем дальше. Хочется прям так? Да. Как интересно, это очень неожиданно. Потому что есть миллион идей, которые... Ну, я же прошла весь путь самых низов, так сказать, да, и знаю и управленческую стезю, работу эту. И я понимаю, что хотелось бы ввести какие вещи в нашу работу, чтобы облегчить жизнь творческому человеку. Очень хочется реализации.
Ну, здорово, я вам очень-очень желаю, чтобы это исполнилось. Все меня отговаривают от этого. Говорят, не надо, да? Не надо, зачем тебе это? Ну, я понимаю, что это действительно не просто все. Это не то, что ты пришел вот так, вот так и вот так быстро сделали. Нет, конечно, это огромные затраты физические, интеллектуальные, эмоциональные. И так как я личность, ну, действительно эмоциональная, я буду это все переживать. И не знаю, насколько меня хватит. Но когда видишь результат своей деятельности, это очень сильно вдохновляет на дальнейшие подвиги. Тут же, мне кажется, определяющее это вот это вот желание. Да, желание, которое удваивается, может быть, благодаря ощущению того, что я чувствую ресурсность, да, я чувствую, что я могу. Это же При этом я всегда очень боюсь. всего. Сомневаюсь в своих силах всегда. Но вот делаю этот шаг, что ну давай попробуем, проплачусь, пронервничаюсь, ну давай, решилась, сказала А, пошли. Делаю, и ну что-то получается. И слава богу, еще вокруг меня очень интересные, хорошие люди, которым я могу доверять. И это называется команда. Когда она есть, то как бы страшно не было, можно идти вперед. Здорово. Ну, я желаю, чтобы все реализовалось от всей души. Спасибо. И традиционно мы завершаем вашими пожеланиями тем, кто вас сейчас видит. Ну, так как я сейчас очень много посвящаю себя педагогике, то я вот к вопросу о том, что как стать обладателем хорошего голоса, я вам скажу, дышите полной грудью. Во-первых, это полезно для каждого органа, а во-вторых, для психического здоровья это очень важно. Как только вы начнете дышать полной грудью, мир вокруг станет гораздо приятнее и добрее. Дышите полной грудью, вдыхайте эту жизнь с удовольствием. С вами была Алла Бузмакова. Спасибо. Спасибо.